Бзирашим Сатырскуахушся. Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает свою работу. И до начала нашего разговора я хочу попросить вас подписываться на Апснахабар, делиться нашими видео. Мы есть в Instagram, в Facebook, в Telegram, в YouTube. И все эти ссылки мы будем оставлять в описании под этим видео. Поэтому просим вас распространять наши видео, наши обсуждения. Я уверен, что они получат еще больше отклик от наших граждан и от наших зрителей. Сегодня у нас в гостях Руслан Михайлович Ладарья, Взилоша Абед. Сегодня мы будем говорить о чернореческом форелевом хозяйстве, у которого славная большая история. Мы попросим ихтиолога, рыбовода, рассказать нам об этой истории и поговорить о том, какое все-таки значение у этого хозяйства для абхазского государства может и будет иметь. И в целом, с чем мы столкнемся в случае, если мы продолжим таким образом передавать имущество государства в частные руки. Руслан Михайлович, да. Но у этого хозяйства на самом деле большая история, она с 1934 года, но если мы сейчас начнем всю историю пересказывать, это ни одного и ни двух эфиров не хватит, поэтому если в общих чертах, что это такое и для чего оно было создано, это научно-производственное предприятие. То есть изначально это предприятие, это по приказу Сталина создавалось не с целью зарабатывания денег. То есть это не какой-то там экономически выгодный, эффективный проект. Хотя и тогда, и сегодня там и рыба продавалась, то есть и деньги зарабатывались. Оно было дотационное, но сегодня там с развитием там других современных технологий ее можно превратить в прибыльное. Но цель не это была. Цель создания этого предприятия – это воспроизводство рыбных запасов в Республике Абхазия. Что это такое? Это там выращивали, вначале выращивали лосось. Выращивали лосось, ее инкубировали, мальков запускали во все наши реки. У нас реки в основном, то есть это там и форель растет, и лосось растет. То есть, чтобы не переводилась, так сказать, форель на долгие годы, а у лосося есть такая особенность, она обязательно возвращается на нерест в ту речку, откуда она вышла в море. То есть, вот этим и занимались. На базе этого предприятия там очень много научных трудов, диссертаций. Это все ихтиологи Советского Союза, они обязательно бывали там и дипломные работы, и кандидатские диссертации. Там создавались рецепты для производства рыбы. Эти рецепты советскими заводами, это корма для рыб выпускались. То есть обмен опытом шел. Их, насколько вот я помню, в Советском Союзе всего 3 таких предприятия было. Там и с Москвы, и с Калининграда, с Астрахани. Вот я учился в Астрахани, там студенты мечтали попасть на практику в Чернореченское форелевое хозяйство. Преподаватели наши, все ихтиологи, знаменитые, известные на весь Советский Союз, они все бывали, то есть и занимались изучением. Там не только лосось черноморскую, стальноголовую. Там был участок еще на реке Хопста, где выращивалась кита. Кита – это вид лосося ценный, он с северной части Тихого океана. То есть и вот там выращивали киту, доводили ее до сигалетки, потом передавали оттуда в форелевое хозяйство. Показатели у этой киты были лучше, чем у нее на родине. Это перед войной
Ну, потом война, и все это как-то тяжело было, блокада. Тут нельзя не сказать, не говорить о рождении Датовича Агрба и о Майе Алексеевны Агрба. Это два выдающихся человека, образованных ихтиологов, биологов, экологов. То есть их вклад в развитие рыбоводства, изучение рыбы вообще переоценить очень сложно. Это мы пока не признаем, не понимаем. Но это признал весь Советский Союз, кто вообще занимается воспроизводством рыбных запасов. Их большая заслуга, что сегодня, несмотря на наши, в кавычках, усилия, что еще к нам лосось заходит, форель в реках есть, это их большая заслуга. Вот я помню очень хорошо, когда была блокада, сюда ничего нельзя было завозить, Рожден Датович кормов же не было, он продал свою машину и на тачках, и на спине перевозил зимой, и это не только я видел, это все видели, корма для рыб. То есть вот таким образом он сумел сохранить. Это выдающийся человек, очень интеллигентный, высокообразованный. Вот его большая заслуга. Но сегодня, да, еще что хочу добавить. Это не просто там форелевое хозяйство. Там вообще место само по себе уникальное. Не просто так там Сталин и дал приказ. Там Наскальный монастырь. Это историко-культурное наследие. Оно до конца не изученное. Там со стороны села Атхара огромная пещера. Я, насколько знаю, она тоже до конца не изучена, но то, что я знаю, она превосходит во много раз по размерам Навафонскую пещеру и по красоте, если не лучше, не хуже. Тоже не до конца изучена. Поэтому, если мы вообще хотим развиваться дальше, да, если мы хотим, чтобы у нас и рыба была, чтобы у нас, я не знаю, и наука была, ее нельзя отдавать ни в коем случае, ни в какие частные руки. Это должно быть государственное предприятие для изучения рыбы, восполнения рыбных запасов. Государство это может. Специалисты у нас есть, то есть если кого-то не хватает, можно подтянуть. Также и государство может там и рабочие места создать, то есть особых проблем не вижу. Мы же сегодня видим, Ливан, то, что в мире происходит. Да? Все страны, которые там заботятся о своих гражданах, вообще о будущем, они сегодня переживают за продовольственную безопасность. Да? Мы же видим, что происходит вокруг, войны, все меняется, все рушится. И все беспокоятся, чтобы их граждане там, не то что сегодня, завтра, чтобы дети и внуки, как говорится, чтобы они, сами понимаете, рыба это, то есть это одна из ведущих цепочек, да. Да. Поэтому я считаю, что этого делать ни в коем случае нельзя. Если у меня никогда в голову не могло прийти, что кто-то может прийти и выкупить то есть, вот такое предприятие. Этого даже в мыслях нет. Если мы сегодня допускаем, что вот такое предприятие мы кому-то можем продать, то а что нам мешает? Ботанический сад давайте продадим, в хорошем месте находится. Часть деревьев вырубим, там, и кто-то там, и инвестор так называемый, да, в кавычках, что-то там построит и будет деньги зарабатывать, может налоги будет платить. Давайте половину обезьян порежем, и там тоже вид оттуда неплохой, море видно, все видно тоже там. То есть если вот такой путь мы избрали, это путь вообще вот этого нельзя делать. Если такую аналогию продолжить, да. То мы говорим о Наскальном монастыре, да. О потенциальной огромной пещере.
Я не знаю, насколько подпадает вход в эту пещеру в ту территорию, которая сейчас будет или уже передана в аренду. Но так мы можем себе представить, что, допустим, сдать в аренду Новоафонскую пещеру. Да, например, и вообще озеро Рица, озеро Рица, например. И Академии наук тоже сдадим в аренду. Можно так от всего в этой логической цепочке можно от всего отказаться. Вот в таком смысле, потому что мы, вот этот лейтмотив, что мы не можем, государство плохой собственник, да? Государство не может, значит, управлять, и давайте, что мы не можем управлять достойно, давайте мы будем тогда отдавать. Вот эта мысль, она не может устраивать. То есть, как это вообще возможно размышлять такими категориями вот в нашей современной жизни? Знаете, говоря о том, что государство неэффективно, вы сказали, да, собственно? Я повторил. Да. Вообще надо разобраться, когда так говорят, а вообще кого имеют в виду? Государство, это народ не может что-то делать, в смысле эффективно управлять? Или те люди, которые, власть там, или уполномоченные от власти, чиновники, да. А в чем проблема, если кто-то где-то эффективно не работает, значит его надо заменить. И я вам скажу несколько примеров. Один даже это, если кто-то не знает, как эффективно управлять госимуществом, пусть пригласят или позовут Даура Курмазия, он им объяснит, мы его попросим, он даст бесплатную консультацию, как можно управлять. Вот он был директором курорта Пицунда, и пусть посмотрит, в каком состоянии он принял и в каком состоянии он передал. То есть это один из примеров очень хороших, достойных подражания. То есть все зависит от людей, которые... И цель какая, понимаете? Если у вас цель развалить, да, какое-то предприятие, значит, вы будете неэффективно управлять. Если восстановить, созидать, то есть у нас есть люди, у нас есть... Мы, наверное, не сможем космический корабль построить, да? Может, он нам не нужен? Да, не нужно, да, танки там производить, не можем, и не нужно, и космические корабли, это пару-тройку стран, образно говоря, да, могут себе позволить, а нам оно не надо. Но остальное, там есть много вещей, которые мы можем и должны делать. И вообще, когда в последнее время, вы правы, Ливан, я тоже слышу, мы все слышим, что мы это не можем, мы вот то не можем, да, вот это если мы не можем, значит, мы должны кому-то отдать. А с какого, кто не может, вот, даже пусть назовут, кто не может и что мы не можем. Или мы там не были, да, мы там не были. Вот, и завтра тоже не будем, и даже тоже кому-то отдать. Это вот сейчас, когда мы, наверное, потом немного поговорим, да, по Пицунде. Сейчас я, может быть, опережаю, но тоже слышим, что мы там не были 60 лет, да, и надо, значит, кому-то отдать в том виде, в котором там сегодня прилагают. А кто мы? Это если я не был, может, мой дед-прадед был там, а завтра, послезавтра, может, наши дети, внуки. Да почему мы такими категориями размышляем? Там 60 лет не были. У нас горы высокие же, да? Вот не во всех горах не во всех, и я не был, и вообще есть люди, нет 100% людей, есть даже такие, где мы не поднимались. Это что значит, надо кому-то отдать? Тут у меня еще другая мысль, что, во-первых, когда говорят о том, что мы на эту территорию не заходили и так далее, нужно же оценивать, что это было другое государство, во-первых. Да? Это был Советский Союз, частью которого мы были, но тогда мы жили по правилам Советского Союза, скажем так, по языку, да? Сейчас, если мы говорим о нашем суверенном государстве, которое нам не просто так досталось, совсем не просто так, да, то значит мы ответственны за эту территорию в том числе, да, и в том, чтобы она была как бы и красивая, и ухоженная, и облагороженная. Это уже наша ответственность. И вот эту нашу ответственность мы единственное, что мы не можем, это мы не можем передать нашу ответственность в другие руки.
это ответственность нашего государства и нашего народа. И имущества тоже. Да, но если мы где-то даже что-то не можем, там, сохранить мы можем, а кто сказал, что то, что я не могу, мой внук не сможет, или ваш внук не сможет. Ну, так же не бывает. То есть надо же думать о других поколениях. А мы вообще как сохранились, Ливан? У нас же никогда не было здесь миллион. Мы сохранились из-за того, что мы сумели отстоять. То есть наши деды, прадеды, да, часть ушла тоже, ну, сами знаете, зачем. Но мы же сохранили свой язык. Это же не мы, это же наши, нам оставили же. А почему мы не должны дальше передать хотя бы в том виде, в котором нам оно досталось? Я вообще считаю, что вообще считаю, что наш народ и наше государство, мы прошли такой путь, который, ну, очень немногие с такими сложностями смогли добиться и признания, и наличия государственности, и то, что мы сохранили до сих пор, вот язык мы говорим, как культуру и так далее, да. То есть мы народ, который уже очень многого добился, даже вот за последние 100, там, 120, 130 лет. И мы, по большому-то счету, мы только идем вверх. Мы от виновного населения, скажем так, да, мы дошли до того, что у нас есть собственное государство. Да. И это заслуга всех поколений. И наша задача, я тоже с этим согласен, и когда мы думаем о каких-то вопросах государственных, наша задача передать нашим детям, внукам и другим поколениям вот эту страну лучше, чем она досталась нам, а не хуже. Ну, по крайней мере, не хуже. По крайней мере, не хуже. И пока все предыдущие поколения с этим справлялись отлично. Я не вижу проблем, почему мы не можем справиться. Вот на самом деле я не вижу веских причин, почему мы с этим не можем справиться. Не вижу причин и оснований. Сегодня говорить о том, что мы там, я еще раз повторяю, что-то не можем. Я хочу рассказать один случай, вот, может быть, это будет смешно, случай, вот у нас во время войны был сапер, его многие знают, турок-месхетинец Рамазан, очень талантливый сапер, вот у нас в группе иногда был, то есть и сопровождал нас. И при последнем наступлении сентябрьском в районе горы Гварда, то есть это же сентябрь, это месяц перепелиный такой, но мы как-то говорили о перепелках, он заинтересовался, я ему рассказал, что такое соколиная охота вообще, что это такое, технология, то есть, и он очень задумался на эту тему, и как-то получилось, что нам попался, ну, то есть удалось взять в плен танкиста грузинского. Вот. И вечером как-то сидели, с ним разговаривали, с этим. Интересно было, как он с Кахетии приехал сюда. То есть вопросы какие-то задавали, прежде чем его дальше передать. И Рамазан ему говорит, этому кахетинцу, он говорит: вы зря напали на Абхазию, вы никогда у этого народа не выиграете, вы совершили ошибку. Потому что, говорит, эти люди сначала ловят кузнечика, потом на этого кузнечика ловят птичку, потом на эту птичку ловят сокола, потом обучают сокола охоте на перепелку, и эту перепелку потом они употребляют в пищу. То есть что мы не можем? Если нужно будет, то есть мы можем все. Задача должна быть у государства, цель должна быть. Надо думать о завтрашнем дне. Сегодня, да, у нас мы больше слышим о инвестициях. Инвестиции. С утра до вечера мы слышим, что инвестиции. Это что такое? Это инвестиции. Вот я что вижу сегодня, это продажа собственности, продажа земли.
никто вот не знает, почему именно, например, в этом месте нужны такие, кто что просчитывал, инвестиции такие, может здесь в этом районе такие нужны, там другое может быть какое-то направление. Нет, мы все продаем сейчас, все продаем. Вот иногда мне кажется, что нашу страну какие-то черные риэлторы захватили. Знаешь, у нас это риэлторы, что такое? Это те люди, которые продают то, что им не принадлежит. Вот. И мы сегодня видим, как каждый день вот кто-то что-то продает, знаете, вот так бегают, потом все продают, потом дерутся между собой, что-то не делят. Я с таким первый раз сталкиваюсь, я это не видел. Это надо как-то останавливать, наверное. Надо, наверное, посмотреть вообще, что за это время было продано, там какую-то черту подвести, посчитать, какая выгода народу от того, что продано. Может, что-то надо поменять, может, где-то собственника надо, может, где-то помочь надо тому, кто, не знаем же мы, что мы от этого вообще, наши дети, наш народ имеет, вообще, что это такое, мы не знаем. Потом я хотел бы попросить, наверное, тех людей, которые там какие-то заключения делают, да, вот какие-то там договоры подписывают. Договоры какие-то подписывают и, наверное, боятся за свои кресла. Вот, знаете, это же нельзя так делать. Надо думать. Вы же знаете, как Василий Искандер сказал насчет порядочности. Человек должен быть порядочным всегда. Это возможно в любое время и при любой власти. Да. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Лучше кто может сказать? Никто не может сказать. Вот я просто хочу к некоторым людям, мы же всех знаем, да, которые вот такие решения принимают, мы никогда от них героичности не ждем. И не ждали, мы же их знаем. Мы просто просим хотя бы не участвовать в подлости. Вот больше ничего от них не требуется, хотя бы не участвовать в подлости. А то, что сегодня происходит... Потом, Ливан, здесь мы же все друг друга знаем. Кто чей родственник, кто откуда пришел, кто куда потом уйдет. Мы все это знаем. И когда нам говорят, что там какой-то инвестор, там, вот такие инвестиции обогащают только узкий круг людей. Мы же не с Луны свалились, не со всеми, кто-то нас считает глупым, так, я лично не согласен. Потом они говорят, мы здесь сейчас создадим рабочие места, там всем вот это, продадим вот это, там бизнесмен какой-то там откуда-то пришел, он там все сделает и нам будет создавать рабочие места. О каких вообще рабочих местах идет речь? Вот о каких рабочих местах? Я как посмотрел, понимаете, это мои дети и внуки, и дети и внуки тех людей, которые свободу Абхазии принесли, и которых сегодня, да, сложили головы. Вот их дети и внуки будут работать там на чьих-то детей и внуков, этого мы не допустим никогда. Они в какие рабочие места? Сторожами, кухарками, посудомойками, да, поварами. Да? Вот такие они рабочие. Это никто не угадал. И этого мы никогда не допустим. Надо как-то справедливо относиться ко всем этим вещам. Здесь я как смотрю, вот, знаете, вот выборы же прошли, и некоторым людям кажется, что жизнь удалась, все нормально. Муку раздали, трансформаторы раздали, все хорошо. Но никто не понимает, что мука уже кончилась, да, а трансформаторы, народ уже за трансформаторы должен платить. То есть как-то надо прекращать. Ливан. Камбаш, ачкурея бон, анда базон. А мне анда зумбо камбаш, акуана гни харцу, нас акуха забикун, хазнеwy ванди захта. Шайба туй кахцеб, вот спиам шхазкуцеб. Все продавать, я могу пример привести, который это все знают. Россия 90-х. Они же все продали при Ельцине. Продали.
оборонные предприятия, да все, что можно было. Они, нефтеперерабатывающие. Нефтеперерабатывающие, все стратегические объекты, везде у них продали. И что получилось? Пришел Путин, начал потихонечку возвращать. И начались в России проблемы со всеми странами. А сегодня что мы видим? До того заинвестировали в страну, что, извините, туалетную бумагу и тампоны, и оказалось, что иностранные фирмы выпускали. Мы этого хотим. Зачем? У нас же есть пример, плохой, хороший. Он пример. Мы же должны как-то изучить этот пример и делать, не совершать такие ошибки. Этот пример, кстати, он свежий и рядом, но таких примеров в мировой истории, даже после Второй мировой войны, их огромное количество. Огромное количество. Если твоя страна смогла сохранить за собой стратегические объекты, да, и смогла включиться в мировые экономические процессы, тогда ты впереди планеты, да, вместе с ведущими странами. А если ты распродал, если у тебя главенствует коррупция, если у тебя какие-то отношения, да, такие не совсем светлые, белые, да, вот тогда уже получается, что страна в упадке, и эти огромные так называемые инвестиции, они просто оседают у каких-то определенных групп, а все общество, оно... Мы же видим сегодня то, что у нас И такое было в разных местах и много раз. А зачем мы повторяем? Нам это не надо. И еще один вопрос я хотел затронуть. Это вопрос Пицунды, но, может быть, чуть с другой точки зрения. Мне кажется, что у меня сегодня была еще одна запись, и мы продолжим вообще обсуждать и Пицунду, и все остальное. Мне кажется, что вопрос Пицунды, он настолько всеобъемлющий оказался, и как-то, по-абхазски скажу, ажларарчахет. Да. Без ярлыков, там, оппозиционер, провластный, там, и так далее, и тому подобное. Этот вопрос, как будто бы, мне так видится, что он объединил все здоровое абхазское общество. Именно здоровое. Да, и не только внутри Абхазии, и за пределами Абхазии мы видим, как реагируют наши соотечественники. И мне вот в этой связи, мне видится этот вопрос ключевым на данном этапе, не с точки зрения просто Пицунды, там, отдать, не отдать, а с точки зрения, как мы, как общество, сможем ответить на этот вызов, который, кстати, поставила власть. То есть не иностранное государство, да, а именно вот наша власть сейчас. Да. И я вот как бы вот в этой тоже хотел теме с вами вот немного обсудить. Как вы видите вот пицунский вопрос именно вот с такой позиции? Но пицунский вопрос, на самом деле, мы сейчас знаем, да, он возник не сегодня. Ну, шел и шел, ничего ужасного не происходило, но почему-то вдруг сегодня кто-то решил, что именно в этой форме надо отдавать. Я вам приведу пример. Гудаутская военная база. Да? Гудаутская военная база в советское время, территория, она была гораздо меньше, чем сегодня. Там вокруг были земли Лыхнинские, там Хапста, военная база расширилась. Под военную базу попали земли наших крестьян, да, которые там и кукурузу, то есть это их земли были. У кого-то в аренде, у кого-то так, да. Но никто особо не возмущался. Никто не возмущался, потому что понимали, что это наша безопасность, что это нужно. То есть я вот работая главой администрации Гудаутского района, это до меня было, но после люди приходили вдруг, там, если кто-то нам взамен, там, да, у кого-то вообще нигде уже кукурузу сажать, но просили, если вдруг будет, нам, чтобы выделили. Но никто тогда не возмущался. Почему? Потому что все понимали, под что это, для чего это и почему. Сегодня почему возмущаются? Потому что не понимают вообще. Ну, отсутствие доверия. А доверия нет никакого, да, поэтому и люди не понимают, почему в этом. Потом, кто эти вопросы продвигает и кто поддерживает, да, вот они такие аргументы приводят, вот эти аргументы вообще абхазский народ унижает. Вот, для меня это унижение.
когда говорят, что власти России обидятся, они там пенсию нам не будут выдавать, это неправильно. Вот своим вот этим отношением, это они выставляют нашего стратегического партнера шантажистом. Так же не бывает. Владимир Владимирович Путин, то есть сейчас говорит, вы мне, если не дадите, я вам пенсию не дам. Или не буду защищать. И не буду защищать. Во-первых, договора подписаны, это одно. Второе, ну, так относиться, тем более все знают, что лично к президенту России, по-моему, его больше уважают, чем в России. Здесь в Абхазии мы его больше уважаем, чем в России. Мы же добро не забываем. Мы же знаем, как мы жили в блокаде, и потом как мы же... И тогда, вот я что хочу заметить, Ливан, я видел это своими глазами, когда наши женщины стояли 10 лет в очереди. Наши матеря, да. Если я не знаю, сколько людей умерло от недостатка лекарств и тому подобное и так далее. Даже тогда никаких антироссийских настроений не было у нас, потому что наш народ мудрый, и поэтому они ждали, они знали, что все равно одна власть уйдет, другая придет, и надеялись, что придут люди, которые уважают и свой народ, и будут и наш уважать. То есть так же и пришло. Сегодня, когда это вообще так нельзя говорить. Это мы унижаем своего же партнера, выставляя его перед всем миром, когда вокруг война идет. И вообще такие вещи нельзя говорить и думать даже об этом. Если какие-то, да, вопросы есть, одно дело, да, может, там действительно, я знаю, что там их закон там не позволяет, ну, это же тоже можно решить. Почему тайно это надо делать, понимаете? Когда вот мы видим тайно, у нас нет доверия, и возникают разные сомнения, и потом оказывается, эти сомнения вообще не беспочвенные, да, вот. Поэтому все эти вопросы надо решить, можно поменять договор, там как-то какие-то пункты поменять. Я еще раз повторю, я ни одного человека не знаю, даже пиццунцы, да, молодцы, что они первые, они же из этого никакие-то митинги не делали, они потихонечку ходили по инстанциям, просили, то есть они проявили свою гражданскую позицию, можно же прислушаться, они же там живут, наверное, знают, да. Тем более, потом это же не только пиццунский вопрос, это наш общий вопрос. Как мы будем к этому вопросу? У нас же другие вопросы стоят, да? У нас что, с Аибгой, почему-то кто-то называет это спорной какой-то. Какая спорная? Да, это наша территория, да. А мы ни с кем на эту тему вообще спорить даже... Это же не островок где-то в море, там, который да, мы не можем... Какой-то там бизнесмен хочет... Да, у нас территория, у нас вся территория хорошая. Да? Вот если кто-то хочет, там, бизнесмен, там какую-то территорию, это не значит, что у нас спорная. Она никакая у нас и не спорная. Я надеюсь, Ливан, что какие-то злоумышленники, они из каких-то там, может быть, корыстных соображений, может быть, даже, не дай бог, там с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, советуют, да, президенту, он занят, может, где-то что-то бывает такое. Вот надежда у меня какая-то есть все-таки. Если в этом отношении, может, надо как-то подождать, подумать, и нельзя, энергетика, то есть, нельзя этого делать, я еще раз повторяю. Во-первых, мы никогда не позволим это сделать. Я это говорю, это не просто так, понимаете? И этого нельзя делать. Нам же здесь жить, мы вообще где должны жить? У нас нету квартир, Ливан, чтобы ни на Красной Поляне, да, ни в Москве, ни где-либо в другом месте. Мы здесь живем, наши дети здесь живут, и внуки, и мы хотим дальше здесь жить. Знаете,
А когда если мы все вот распродадим, мы вообще где должны находиться? У нас второй родины нет. У нас нет Да. второй родины и не будет. Нам надо это сохранить. Для этого не надо ни спорить, ни драться, надо просто сесть, поговорить, и какие-то красные, там, да, черта красная, да, вот и все, и дальше как-то. А то как-то мы не сможем так развиваться. Да, а для чего мы да. это? Мы, понимаете, вот вы правильно сказали, у нас сегодня, я вижу, угрозы не от Грузии, не от Турции, и не от России. Россия нам сегодня не угрожает. Они не сказали, там, по крайней мере, я такого не знаю, там, надо же разговаривать. У нас внутри здесь, надо как-то этих риэлторов, наверное, остановить, и все будет нормально. Я надеюсь на это. Спасибо. Да. Спасибо за эту беседу. Как-то один из моих друзей, когда мы обсуждали вопрос Пицунды, сказал, что может так оказаться, что мы на своей родине окажемся махаджирами, никуда не уезжая. Да. И я более чем уверен, и мы видим настроение общественности, и вот, если вот вы сказали, что может быть загруженность не дает возможность, да, может другие темы. Но мы делаем все, мы все вместе, наша общественность делает все, чтобы мы были услышаны, и что общественность действительно, она не хочет в такой форме и не позволит в такой форме принимать такие решения. Это просто для того, чтобы было понимание, что мы все, у нас правда нет антироссийских настроений. Это даже повторять это как-то неловко, да. У нас они и не может быть. Да, и не может быть. И вот ярлыки вешают, что ярлыки вешают, что эти антироссийские, эти оппозиционеры, эти такие и так далее. У нас это вопрос общественной, государственной важности. Мы это все чувствуем, это в сердцах у нас есть, в крови. Мы это чувствуем, ощущаем, и поэтому мы негодуем с таким. Пока негодуем, да. И я уверен, что мы сможем все вместе решить все наши вопросы и передать нашу страну другим поколениям еще более сильной, еще более крепкой и еще более развитой. Я, как обычно, завершаю наши эфиры словами, что подписывайтесь на Апснахабар, но не подписывайте соглашения, которые каким-либо образом ущемляют интересы Абхазии и абхазского народа. Абзирас.